Если открыть толковый словарь русского языка и найти в нем слово «герой», то рядом с ним будут следующие определения. Человек, совершающий подвиги, невероятно храбрый, не знающий страха, невероятной доблести и отваги. А что, если наш сегодняшний герой еще и министр? Каково это – перейти из кадрового военного к государственной службе? Чем сегодня живет подрастающее поколение и какой он молодой министр? Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Игорь Юргин. Честно скажу, встреча с этим министром как раз тот случай, когда не хочется подбирать нужные слова. Поэтому скажу как есть. Мы буквально врываемся в плотный рабочий график Юргина. Сообщаем, что есть четкая задача. А раз есть задача, значит надо ее выполнять, говорит министр. И мы приступаем к ее выполнению. Успеваем попасть на встречу с героем России. Все, вы уже по осени да? Да, все, исполняю обязанности. Быстренько что-то, у вас сколько человек, 5, по-моему, уже? Да, 7, по-моему, уже. Нет, сейчас порядка 20 человек уже. И на собрание с волонтерами. Здорово. Привет. Самое главное, чтобы все мероприятия вошли в образы и смыслы. И я предлагаю провести вот уже накануне 23 февраля какой-нибудь флешмоб, ТРК, да, отходя от формальных мероприятий. Вот смотрели видео там, как Катюшу пели в торговых центрах? Да. Вот что-то вот в этом роде. Между работой, если есть время, обязательно спорт. И не просто спорт, а президентский вид спорта – самбо. Игорь Васильевич, я хочу, знаете, с чего начать? Есть такая популярная цитата из одной детской книги о том, что все мы родом из детства. Я верю, знаете, во что, вот, когда вот в ребенка закладывают определенные векторы, он эти векторы потом транслирует всю свою жизнь. Вот хочу вернуться в ваше детство. Каким оно было, что помните и о чем есть рассказать? Ну, был, как и все, обычным мальчишкой. Хотелось убивать драконов, спасать принцесс. Ну, был романтиком в душе. Я думаю, вот этот романтизм, он уже в дальнейшем и приобрел черту военного характера, ну, то, что я поступил на военное училище. Ну, плюс еще родом из Южной Якутии, промышленный край. И у нас же все там якутяне, они, как правило, рабочей профессии. Ну, наверное, вот с раздела семьи, вот это рабочие ценности именно. Порядок, вот этот уклад тоже дал о себе знать. Ну, и все мы росли в простых условиях. В свое время бегали также по гаражам, минус 58 играли в футбол на улице, то есть вот где-то там в гаражах. Ну, плюс спортзал. Но мне много дало самбо, вот, поэтому мы находимся сейчас и здесь тоже. Я продолжаю заниматься. Ну, я не выступаю сейчас на соревнованиях. У меня не получается каждый день заниматься, конечно, ну, как бы хотелось. Но вот стараюсь себя посвящать тренировкам. Дисциплину, вот, первую дисциплину точно помню, мне дал, ну, конечно же, указ отца. И именно тренера моего первого, и Ерасейнов Талибшо Мирзагулович, он сейчас возглавляет Федерацию самбо в Алдане. Я был очень активным ребенком, и когда я пришел в зал самбо, мне там, так сказать, в жесткой форме привили дисциплину. И перевоспитывать начали, Да, да? перевоспитывать. Вот. Ну и это все, наверное, вот романтика, спорт и указы отца меня как-то привели уже в стезю военного, потому что когда в старших классах мы определялись с выбором профессии, тогда еще в наши годы же все хотели стать экономистами, юристами, докторами. Вот, и я как-то, ну, размышлял, понял для себя то, что хочу попробовать себя в чем-то другом, применить и физическую силу, как бы и руководящие какие-то навыки, ну, навыки вот лидерства в том числе, и как-то вот брат подсказал то, что есть такая профессия. Военный учитель. Военного, да. И туда поступил. Вы упомянули малую родину, Нижний Куранах, поселок в Алданском районе. Каким он был в вашем детстве? Что есть вспомнить? И вот что ощущаете каждый раз, когда приезжаете? Я понимаю, что сейчас, конечно, не так часто вы приезжаете в Нижний Куранах, но тем не менее. Ну, теплота, душевная теплота в первую очередь. Родной дом, запах маминых пирожков. Еще тогда, у меня, к сожалению, ну, мамы нету, она у меня умерла от рака, от саркомы. Вот, а так, родной поселок, вот этот воздух, там у нас еще печное отопление, есть частные сектора. И вот на улице, особенно зимой, то, что воздух сжатый, чувствуется прям вот запах печки постоянно. То есть по улице идешь, вот это напоминает. А летом свежесть такая и запах вот еловый такой прям. Ну, плюс у нас еще более горная местность.
Ну, конечно же, полюс, драга наша, вот, это тоже не отнять. Простота людей, люди простые очень. Ну, опять же, говорю то, что все, в принципе, трудятся, рабочий класс, вот. Много романтиков там. На самом деле у нас маленький поселок, но там многие ребята как бы, ну, в спорте больших успехов добиваются, много мастеров у нас спорта. Есть один призер Формулы-1, ну, он вроде даже в Европе участвовал, призер. Вот. Из Нижнего Куранаха. Да, из Нижнего Куранаха. Бизнесмен один, но упоминать не буду его фамилию, он сейчас очень активно помогает на федеральном уровне нашим войскам. Зона специальной военной операции как раз развивает вот, ну, в плане беспилотных аппаратов. Вот. То есть, ну, очень много таких людей. Валерия Миронова наша, вот, заслуженная работник культуры, певица наша, вот. Она в шоу «Голос» выступала. Даже есть те, кто в танцах у нас выступали. Ну, то есть такой поселок, ну, опять же, если вернуться к истокам, да, вернуться к истокам, туда же промышленный край, приезжают со всей России. То есть там разный фонд культуры. Вот. И традиции наши национальные, и в то же время там и другие как бы привозят, да, свою культуру. И, ну, очень такой разный кластер людей, ну, в этом прикольно. Раньше я знаю то, что криминогенный был, как бы, ну, Алданский район, поселок. Но как-то мы жили, и все дружно было, и это не чувствовалось. То есть раньше говорили, я помню про Куранах так, то, что можно было пойти, тебя во дворе могли стукнуть по голове, а потом поднять, сказать, ты свой, что ли? Вот. Но на самом деле это не чувствовалось. Ну, то есть росли, как и росли. Ну а дальше долгая дорога в путь на февральские отчеты правительства. Сейчас мы запускаем программу региональную «Якутия. Земля героев», которая будет аналогом федеральной кадровой программы «Время героев». Вот. И после этого мы уже будем выполнять поручения Сына Сергеевича. Поэтому я рекомендую вам подать заявку. 21 февраля ориентировочно я дам старт. Я же там буду и наставником, и руководителем этой программы. И после этой кадровой программы мы уже будем замещать такие должности. В его родном Нижнем Куранахе Игоря Васильевича встречают всегда с особой теплотой. Здесь его ждут дворы и улицы, которые бережно хранят воспоминания из детства. А самое главное, здесь его ждут люди, его родные, близкие и все те, кто знал Игоря Юргина еще до того, как он стал и Героем России, и министром молодежи. Мы сейчас находимся на моей любимой улице, где прошло мое детство. Это площадь ДК, площадь Дома культуры. От школы, начиная до крайней лавочки ДК, в мое время тут просто были толпы молодых людей. Мы по разной категории людей, с разными идеями, ценностями. Начиная от «Поем двором» под гитару, то есть пели, по человек 30 собиралось, очень много людей было. Девчонки, пацаны. Заканчивая уже и спортсменами, где обсуждали свои какие-то взгляды. Раньше тут были качели, на которых мы проверяли друг друга, так сказать, в то время на пацана, вертели сальто на ней, вот, спрыгивали и чем только не занимались. Здесь мы постоянно играли в догонялки, прыгали через вот эти вот заборчики. Также сальто крутили, паркуром занимались. Также вот недавно была реконструирована Баба-Яга. Это вот она спускается вот сюда вот к столбу. Раньше, в 80-е годы, Баба-Яга спускалась аж с полюса, получается, ну, с головного штаба и вот сюда к ДК. То есть вот такой вот мой поселок. Собственно, это Дом культуры. Здесь вся проходила моя общественная деятельность. Занимался я и культурными мероприятиями, играли в сценках, и стихи рассказывали, и также пели, танцевали, читали рэп, брейк-дансом занимался, ходил даже на бальные танцы, пробовал себя. Вот. Ни о чем не жалею, со всего я взял уроки, и даже рисованием занимались. И здесь же прошел мой выпускной. Последний звонок, мой выпускной, это вот то место, откуда было мое детство и мое взросление. Мой первый шаг во взрослую жизнь состоялся именно с этого Дома культуры. Я вышел и уже поехал в военное училище. Вот такой же, как и ребята, также бегал в морозы, играл на футбольном поле, минус 58 футбол.
бегали, прыгали, занимались паркуром, веселили себя, организовывали всякие разные для себя досуг, игры, играли в снежки, казаки, разбойники, птичка на железе, бегали. Потом уже повзрослели, конечно же, уже интересы чуть-чуть другие были, уже ухаживали за девушками, вот, добивались ихнего внимания. Ну, плюс у меня еще спортивная деятельность была очень насыщенная. Ну, в общем, малую родину любите, насколько я понял. Конечно, люблю. Я, знаете, что заметил? Вы очень много говорите о романтике. Сами романтик Ну да, видать, в какой-то степени. Игорь Васильевич, я когда готовился к нашему с вами интервью, я уже за камерами об этом поговорил, я обнаружил, что мы не настолько, у нас сильно большая разница в возрасте. То есть примерно плюс-минус поколение у нас было одинаковое. Вы правильно отметили, что хотели все быть юристами, докторами, врачами. А как получилось так, что вы захотели быть не юристом, и не доктором, и не врачом? На самом деле, один упущенный момент из биографии. Я почему-то его ранее забывал рассказывать, а газеты так вот зафиксировали, и он Так, остался. сейчас почти эксклюзив. Вот, да, почти эксклюзив. Я первоначально с 11 класса не поступил в военное училище. У меня не получилось, потому что мы поехали на соревнования, мне сломали нос. Вот. И я вернулся, а там сделал операцию быстренько в Нерюнгри. И был полгода не годен к военной службе из-за реабилитации. Вот. И родители запаниковали, конечно, после 11 класса. Все поступают, надо поступать. А у меня была четко военная траектория. Не поступлю в военное училище, пойду в армию по контрактной службе. Все равно стану офицером. То есть у меня в голове такая уже остановка была. Ну и я не поступаю. Меня устраивают в юридический университет Томский. И я проучился буквально месяца два, наверное, ну, если память мне не изменяет. На платное я поступил. Я документы забрал, родителям ничего не сказал, приехал. Ну, конечно же, я получил отцовский наказ мамы. Как бы, ну, у родителей их тоже можно понять, у них своя паника. Вот, то, что У них свое видение, да? Но все-таки я как бы выбрал, начал заниматься дальше спортом, тренеру помогать на полставки и потом уже пошел, соответственно, в дальнейшем, ну, дальше продолжать на военную службу. Ну и вот поступил в военное училище. Сложно было учиться. Но я примерно понимаю, как Очень проходит тяжело. обучение, ну вот условных там специальностей врачей, тех же самых филологов. Невыносимо тяжело. Ну, во-первых, у нас военной культуры тогда не было, и нам ее не прививали. И для меня это же была, опять же, вернемся к романтике, для меня это была романтика, то есть еда с котелка в полевых условиях, стрельбы, ночные, дневные, прыжки с парашютом, да, там, морское плавание. Ну, вот, то есть для меня служба вот это вот была, там, какие-то такие армейские моменты, где закаляют дух, да. А когда я туда пришел, никто же не рассказывал про обыденность армии. То, что нужно там порядок на территории наводить, грубо говоря. Где-то порой приходится учиться подчиняться, а не командовать. Вот. Где-то хочешь погулять, выйти с девушкой, тем более в наши юношеские тогда года, до 18-летия. Ты смотришь, как люди за забором двухметровым колючей проволокой гуляют спокойно. Живут твои жизнь, да? сверстники, да? Да ты стоишь просто и понимаешь, что у тебя через полчаса построение личного состава, вечерняя прогулка. То есть, ну вот такие моменты. И, конечно, поначалу было очень трудно учиться. Но потом, со временем я привык. Где-то на курсе 3 я очень хорошо влился в военную повестку. И я прям, кроме, наверное, военной службы, ничего не воспринимал. И я думал, что я вот именно создан для военной службы, все. И то есть даже вот спустя полгода, как я занимаю кресло министра, я вот полгода назад даже я не думал, что буду на госслужбе. Я думал, пойду по военному пути, стану генералом. То есть у меня была вот определенная цель. Но в жизни вот так вот все поменялось. И так, встреча с президентом повлияла на все решение. И это, я думаю, тоже отличный поворот судьбы. На одной из улиц стоит, пожалуй, самый знаковый для Юргена дом. Дом его детства. Здесь сегодня живет его отец. Это мой родной дом. Здесь я родился, здесь я вырос. Здесь я получал первое свое воспитание от своих родителей. Мама у меня Юргена Татьяна Михайловна. Вот. К сожалению, сейчас нет. Первые воспоминания у меня складываются почему-то запах маминых пирожков. Когда ты приходишь с улицы, либо с тренировки, и все. Душевная идеология с матерью. Сейчас вот отец здесь хозяйничает. Есть фотографии с детства.
Вот таким я был в 1 классе. Мальчиком. Причем, кстати, в костюмах. Я всегда ходил строго, официальном стиле. И, может быть, это и была первая предпосылка к военной службе. Потому что мой 2 классный руководитель говорил о том, что мне очень сильно идет форма. Вот, и она меня видит в роли сотрудника МВД, ФСБ, либо военным. Вот я с одноклассниками маленький. Вот моя мама, 1 парта. А что-то вообще помните из начальной школы, какие-то есть? Ну, тут есть у меня анкета, которая очень сильно может напомнить. Моя фамилия Юргин, имя Игорь, отчество Васильевич, мой день рождения 3 марта, мой камень жемчуг. Почему жемчуг, я не знаю, не спрашивайте. Мое дерево ива, мой цветок мак. Кем хочу стать, это причем такой прикол был, кем хочу стать, все писали там, ну, продавщицы, там, кто-то, я помню, еще написал у нас пулеметчиком, то есть космонавтом, ну, все вот такие, да, а я написал Леголасом. Леголас, это из «Властелин колец», был такой лучник. То есть я уже с того времени хотел стать личностью, наверное, больше, чем какой-то выбор в профессии. Вот если возвращаться опять же к армейской службе, заканчивается обучение, начинаются реальные боевые действия, начинается реальная служба, специальная военная операция и самый, я думаю, пик получения звания героя. Вот чувствует ли солдат, ну условный военный, что он совершает тот самый подвиг, за который ему дают героя? Но на самом деле вот история, когда меня представили к званию героя, меня представляли несколько раз, и вот когда крайний раз я находился уже на боевой задаче, и так получилось то, что я единственный, у кого получилось из подразделений выполнить, где-то удача помогла, где-то расчет, но мы выполнили задачу, и мы сидели тогда на командном пункте, я был самый младший из офицеров, там были еще другие офицеры постарше, высшие должностные лица. И звонок по телефону вечером, генерал, название точно я не буду говорить, вот звонит командующий. Сначала разговаривает с ВДЛами, потом говорит, передайте трубку Юргину. Мне передают трубку, он зачитывает указ президента Российской Федерации. И в этот момент у меня слезы на глазах пошли, не буду скрывать. Потому что у нас в училище на плацу стоял памятник, у нас имя училище носило Константина Константиновича Рокоссовского, стоял памятник Рокоссовского, и слева были выгравированы герои Советского Союза и справа герои России. И каждый курсант мечтал там оказаться. Но все понимали цену этой награды, то, что цена награды – жизнь. И не только твоя, а личного состава, конечно. Но все равно, опять же, каждый в глубине души хотел там оказаться. И у меня вот какие-то такие моменты, то есть. И смешанные чувства после этого пошли. Где-то потери, где-то я парней начинаю вспоминать. Кто-то не дожил до этого момента. А потом все очень сильно хотелось рассказать отцу. Но я не мог рассказать, а оказывается, он на тот момент знал, его уже предупредили. Как я понимаю, с нашей администрации, главы уже с правительства его предупредили. И я выхожу из боевой задачи и узнаю то, что к отцу прилетел глава республики. Вот, заходил на чаепитие домой. Огромное ему спасибо. Вот. Ну, для меня это было шоком. И когда я вышел уже с боевой задачи, там военкоры Сахамедиа подъехали наши, взяли тоже интервью. И все, я уже понял то, что... Я тогда понимал то, что вот сейчас что-то в жизни поменяется. Я ощущал это. Я ощущал мой личный состав, потому что они начали приходить и говорить, командир, как бы, куда ты сейчас уходишь? Вот. Но я им отвечал то, что никуда, но хотя не хотел расстраивать, в глубине души я понимал, что вот что-то сейчас будет. И когда уже было награждение, после церемонии награждения мы встретились по спредстве с главой республики, и вот там он порекомендовал вступить в программу «Время героев». И я вступил, сдал без задней мысли экзамены, входной контроль, и здесь был на 9 мая,
И после этого я уехал уже на выполнение боевых задач. Выполнил 3 боевых задачи. И вот на 4-ю, прям в ходе выполнения, мне говорят то, что все, ты прошел, тебе нужно завтра быть в Москве. И вот выбирался, еще пыль отряхивал, когда ехал в Москву по пути. И когда туда приехал, конечно же, там я не знал. Вообще для меня это был другой мир. Во-первых, закрытая территория, высшая школа государственного управления, первые лица государства, те люди, которых я видел по телевизору всегда, они вот лекторами у вас бывают. И экспедиция на Северный полюс, то есть большой вклад в нас. И встречи с Владимиром Владимировичем, и потом вот после встречи с нашим президентом, верховным главнокомандующим, он нам сказал то, что все, как бы вот 83 участника не должны возвращаться, они должны быть устроены на государственную службу. И в этот момент я тоже решался, куда мне пойти, и все-таки решил вернуться в родную республику. И проговорив с нашим главой, он принял предложение и сказал то, что давай возвращайся. В его комнате все напоминает о победах и достижениях. Медали и кубки с соревнований, военный берет и, пожалуй, самое главное – грамота о присвоении звания Героя России. Но нас готовили к встрече с президентом. Я, соответственно, не встретился, выручал Сергей Кужегетович Шойгу. Вот. Но я после встретился уже с президентом Российской Федерации. Вот, это уже на программе, реализуемой им же, когда в послании Федеральному собранию сказал президент, что нужно организовать программу кадрового «Время героев». И вот после этой встречи судьба моя и поменялась. То, что я перешел на госслужбу. Мы должны были возвращаться обратно в войска. Президент сказал, вот эти 83 человека уходят на государственную службу. И мы начали выбирать места. И я, соответственно, выбрал республику и вернулся обратно. Мы же только с окопов вышли. Все как-то вот так вот происходило. Суматохи. А потом все это произошло буквально вот за 5 минут просто. Пришел Сергей Кужегетович, все. Как сказал речь, началась церемония. Поздравил, все, и ушли. Да, я, если честно, каждый день, не каждый день, но периодически я рассматривал. Такое состояние, то что как бы, я не ощущаю себя героем. То есть, как и награда есть, все. Как-то. Нету такого осознания, чтобы вот там я ходил там, и я вроде герой. Такого нет. Да вообще, я говорю, кардинально жизнь поменялась, потому что всех людей, которых ты видел по телевизору, они с тобой вживую общаются, делятся лучшими практиками государственного управления. И это, конечно же, такой отпечаток в голове оставляет. Вот что мне интересно, словарь, вот когда открываешь любой словарь русского языка, там в понятии герой стоит так называемое вот пояснение «человек абсолютно без страха». Без страха? Да. Вы чего-то боитесь? Не, честно, не смотрел понятия. Да, конечно, боюсь. Есть вот понятие, что условно герой человек абсолютно бесстрашный. Боюсь. А чем можно вас напугать? Да, всего боюсь. Все боятся. Просто, наверное, поступки, которые выполняет человек, он преодолевает свой страх. Трус где-то сдается, да, да, тот человек, он просто, может быть, ему еще страшнее героя, просто вот он находит вот этот вот момент и перебарывает его, и, соответственно, побеждает свой страх. Так много чего боюсь. Я вот раньше в детстве очень много чего боялся. Темноты, высоты, где-то даже, вот так вот подростковом мнение окружающее. Девушка мне подойти боялся в юношестве. То есть много комплексов страхов было. Сейчас я больше, наверное, не за себя боюсь, а за родных. Как бы, отпечатки боевых действий все равно на себя наложили, как бы, корни, от которых все равно заложились в голове. Я понимаю то, что если смерть, ты ничего не почувствуешь. Если почувствуешь, это уже неизбежно. А вот когда кто-то другой, и на твоих руках, когда ты помочь не можешь, вот это или из-за твоей вины, это уже, конечно, вот это тяжелее всего. Хорошо, давайте перейдем к задачам текущим. Назначили вас министром по делам молодежи и социальным коммуникациям. Как ощущения?
Вы сегодня уже сказали несколько раз, что пока особо не познакомились с креслом министра, все в разъездах. Нет, я отвечал то, что я именно не нахожусь Да, только в кабинете. постоянно в да. кресле, да. Кабинетным работником, в общем, назвать сложно. Очень обширная структура. Я не думал то, что будет вот прям межвед такой. Ага. Ну, то есть молодежь, она есть везде. В госсекторе, в производственной отрасли, в институтах, везде, в социалке, ну везде молодежь, она обхватывает все. И то есть, если построить дом, вот тебе результат, но он ощутимый. А молодежная политика – это более стратегическая, более социологическая такая направленность. То, что мы сейчас реализуем, мы закладываем семена, поливаем, ухаживаем за ним, и то есть плоды возрастут через несколько лет. И вот эта вот стратегия, социология полностью, это, ну, очень такая тяжелая сфера. Но в ней, конечно, есть определенное направление. Ну, делим на текущие задачи и на стратегические, не говоря уже о страт-указах, именно то, что беспрекословно выполняется. А вот именно если о сферу молодежной политики, то, конечно, да, это очень такая отрасль, которая требует, ну и очень ответственная отрасль, потому что, ну, это воспитание, в первую очередь, воспитание, закалка нашей молодежи, это наше будущее. Вот вы сказали, условно, дом построишь, можно потрогать, а молодежь что-то очень эфемерное. А ощущение того, что вы вот напрямую как бы причастны к созданию будущего республики. Ну, то есть, условно, воспитываете тех людей, которые смогут потом позаботиться о поколении. Оно появилось? Ну, ответственность определенная, конечно, на плечах. И ну, нас учили в училище постоянно не бояться ответственности. Нас же учили на командира. То есть мы несем ответственность за сохранение оружия, за секретные документы, военную технику, личный состав, за их жизни и за выполнение боевой задачи. И это прям очень-очень, конечно, ну, накладывает свой отпечаток. Ну, в лес волков боятся в лес не ходить, как да, говорится. Поэтому... А помните, что первым делом сделали, когда стали министром? Свое первое действие в кабинете? Самый первый раз это я начал с внутренней работы. Я начал разбираться именно в самом подразделении министерства, структуре министерства, потому что команда, в первую очередь, руководителя всегда делает команда. С командира всегда командир, все заслуги командира – это отличного состава. Вот. И в первую очередь мне надо было разобраться в своей команде, в внутренних процессах, а потом я уже начал разбираться во внешних процессах, на что мы взаимодействуем и через кого мы взаимодействуем, то есть какие у нас есть ресурсы. То я все начал по полочкам вот так вот разгребать. Ну, в общем, влились в струю, как говорится. Да, влился. Но есть, конечно, определенные моменты, тут греха таить полгода. Где-то у меня что-то проседает, и это нормально. Да, и все мы ошибаемся, это тоже нормально. А вообще, если говорить о молодежи, ну вот мы с вами по закону, да, там, который регламентирует наша с вами страна, от 14 до 35, мы еще с вами вхожи в молодежь. А кого вот действительно можно назвать? Ну, я не знаю, по себе я не могу себя назвать молодежью уже. Я такой, достаточно взрослый, состоявшийся человек. А вы вот часто встречаетесь с теми, кого называют молодежью? Я себя еще чувствую молодежью. Чувствуете? Ну, по закону, да, но я считаю, молодежь тут зависит не от возраста, а от себя чувствует душой. Душой. А можно ли сегодня сказать, я уверен, что вы познакомились хотя бы с каким-то срезом молодежным, что их сегодня интересует? Вот я сегодня с вами побывал на некоторых мероприятиях, тематическая направленность, патриотизм, там, социальные проекты, вот как будто вот та молодежь, которую я вижу где-то, она немножко про другое, она про интернет, там, вот про... Разные. Потусоваться в торговом центре. Молодежь у нас обширная, об этом можно говорить очень много. Во-первых, молодежь семейная, с детьми, без детей, живут вместе, не живут вместе, производственная, в социальной сфере, в научной деятельности, в рабочем классе. То есть у нас очень спортивная молодежь. Вот они все, да, кстати, вот здесь. Они, да, все спортсмены. И у нас очень большой спектр. И у каждого в зависимости от своих интересов, своей потребности. Но да, я, безусловно, сейчас цифровизация, все вот идет, да, ставка на цифровизацию. И, конечно, авторитет вот именно в смартфоне, да, у молодежи. Ну, что греха таить, мы сами вот
без смартфона вот уже нет у нас жизни. Ну, безусловно, Всё равно, да, продолжение руки. да, продолжение нашей руки Хороший. это хороший помощник. Да, есть и, конечно, и деструктивная информация, где западные спецслужбы там свою повестку проворачивают, да, где-то и скулшутинг, и буллинг, вот это вот все проявление. Но в этой среде мы боремся, даже мы боремся в министерстве, у нас Центр информационной безопасности есть, где мы деструктивные выявляем и Контент. взаимодействуем, напрямую со спецслужбами, силовым блоком. Но нам просто нужно интегрироваться и входить именно в повестку молодежи. И тоже вот, нашу телефон. повестку в телефоны, да, в сети интернет. молодежи Мы в от этого телефон. никуда не денемся. Я даже вот для меня было тяжело вести паблики, вот реально тяжело. И где-то есть какие-то видеоблоги, да, записывать там или что-то выходить, публичную деятельность, какие-то рилсы. Это тяжело. И все равно я вот это вот стараюсь с этим бороться и как бы входить в этот тренд, наращивать как бы свои навыки. в этом Учитесь вместе вопросе. с Конечно, с потому что молодыми. учусь с Молодыми, я молодыми, имею в да. виду вот подростки. Где-то, конечно, бывает, я промахиваюсь, может быть, там, но это нормально. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Действительно, абсолютно с вами согласен, Игорь Васильевич. То есть, в общем, можно сказать, молодежь понимаете, Да. что вы не хотите. Это не может не радовать. Я считаю, что министр молодежи должен понимать молодежь напрямую. Обязательно. Поначалу, конечно, мне было трудновато чуть-чуть, потому что, военная повестка все равно, 12 лет службы в армии, они дают о себе знать, другие взгляды на жизнь, плюс еще боевые действия. Но потом я начал входить, сейчас я более раскрепощенный, то есть я вхож в молодежную среду и могу, в принципе, со всеми взаимодействовать, начиная от, студентов, заканчивая и спортсменами. Юрген берет в руки фотоальбом. Здесь его одноклассники, друзья и сослуживцы. Все, кто может рассказать историю его пути. А вот это уже лицо войны. Там даже дата есть. Там штурмовали населенный пункт Камень. Мы отбили, только вышли с окружения. Это получается на следующие сутки, утро. После этого я нашел бочку с водой. Еще лицо сполоснул, помылся. Но все в пыли грязно. Вот. Укрывались от артиллерийского обстрела в подвале. Это школа, точнее, что от нее осталось. Вот. Тоже очень... Там прям канаты такие были растянуты. Противник перемещался постоянно. Это я не знаю, почему у меня такое выражение лица. Но, видать, было страшно. Мы переждали обстрел артиллерийский. Вот. И дроновый. В общем... Как будто бы другой человек. Да, война всегда меняет людей. А вот это тот рассказ, когда я всегда всем рассказывал, когда мы вот вышли с окружения, и у меня мы откатились на заднюю улицу, у меня солдаты нашли 3 картошины, и эти мы 3 картошины делим на 5 человек. Мы кинули в горящий дом, то есть за вот этой шторой в 100 метрах на следующей улице находится противник. И мы уже просто забили на все, мы очень хотели есть, потому что не ели. И вот ели картошины и нашли, получается, сухофрукты для компота. И вот их ели, короче, вот так. Банки сухофрукта для компота, а это картошина. Вот сидим, кушаем. Броню не снимали толком, ничего, потому что... А это уже мы, получается, отбили полностью село. Добро пожаловать в ад, там написано. Тогда для нас это адом вообще казалось. Сейчас это все вспоминается, конечно. Тогда было страшно. Очень страшно. Если вернуться все-таки к дому, и воспоминаниям, может, про соседей что-то, может, как вообще... Ой, соседи все поменялись. Но раньше были дружные. Тут раньше прям лавочка была, постоянно шашлыки жарили, песни под гитару. Раньше как-то по-другому, что ли, было. Но более дружно. Вот тоже фотография. Это тут, кстати,
У меня все трофейное вооружение противника, 95-я бригада десантно-штурмовой. Это уже мы зачищали, зачистку проводили адресно. Даже я уже стою, у меня все почти. Противника на мне надето. Письма детей. Ты обязательно сфотографировал. Давайте немножко про спорт поговорим. Я, насколько понимаю, это главное ваше времяпрепровождение в свободное время, если оно у вас имеется. Да, ну Самбо. я стараюсь посещать, но я не всегда могу ходить на тренировки. Вот. Я стараюсь посещать еще с детства, как бы было у меня заложено. Здесь все-таки, опять же, наверное, вернемся к романтике, да? Вернемся к тому, то, что здесь я не министр, здесь я не герой России, здесь я такой же, как и они. Игорь Юрьевич. Да. Вот, и также боремся с ребятами, встаем в спарринге, то есть они могут мне там по лицу попасть, да, это нормально. Я там выхожу иногда, у меня губы разбиты. Вот, и это все как бы нормально. А Свои почему самбо свои. выбрали? Я знаю, что с детства занимаетесь практически. Я себя пробовал в многих видах спорта, начиная от игровых, и как-то в один момент я постоянно все перебирал. И в один момент искал себя, я пришел на тренировку по футболу, вроде бы, я не помню, а тренировка была отменена, потому что проходили соревнования по самбо. Вот, и я увидел вот синие самбовки, красные самбовки, меня заинтересовало, что это такое. И я вот сел с самого утра и до вечера просидел на соревнованиях. Я еще домой пришел, тогда получил за то, что опоздал. И на следующий день я пришел на тренировку. И все затянуло. Да, первые 2 года я проигрывал, я вообще не мог взять ни одного места, то и дальше в республике я не выезжал. Вот. И потом уже как-то раз я на районных соревнованиях одному проиграл, потом одного победил, взял 3-е место и все, у меня пошло. Вот, я прям очень начал втягиваться, заниматься после тренировки дополнительно. И все, так у меня и пошло. Вот именно. А вот, ну, я знаю, что многие ваши коллеги активно занимаются спортом, многие говорят, что их этот спорт чему-то учит. Ну, допустим, те, кто занимается шахматами, говорят о дисциплине, выдержке, там, стратегическом планировании. Тяжелоатлеты говорят, что помогает выпустить пар. Чему учат вас самбо? В первую очередь закалка характера. Есть такие моменты, особенно в самбо, это когда вот ты борешься, неважно, боевое самбо, спортивное самбо. Есть такие моменты, когда ты вроде бы проигрываешь, но ты понимаешь, что сопернику тоже тяжело. И вот его нужно перетерпеть. У меня был такой момент, мы боролись в Благовещенске в городе на турнире. И я соперника выигрываю, счет вроде был 6-2 или 6-3, и оставалась минута времени. Но я выигрывал его, все. И тут я промахиваюсь, делаю неправильно прием, и мне заходят на болевую на ногу. И начинают уже выламывать. И я вижу то, что все, я чувствую, как он задыхается. Все, вот у него силы на исходе. Но я понимаю то, что я сейчас могу и ногу потерять. И в этот момент я просто терплю, и все, я победил. Я победил его уже духом стал. Я еще у него тогда потом бросок совершил и явно выиграл. Вот. И этот же характер, он помогал и на войне, и где-то на улице, в мужских компаниях. А сейчас здесь помогает в должности министра по делам молодежи? Ну, условно, там, выдержки той же самой. Да, определенно. Здесь можно выпустить пар. Игорь Васильевич, в заключение, мы с вами сегодня очень много говорим о романтике, поэтому предлагаю немножко поромантизировать. Я понимаю, что с точки зрения как там физики, реальности будущего нет. Вот если бы вы могли себе передать письмо в будущее, условно говоря, Игорю Юргину через 10-20 лет, ну ладно, 30, все-таки мы с вами молодежь еще, что бы вы пожелали? Что бы вы оставили? Ну, как и желаю всем, ты все делаешь правильно, верь в себя, никогда не сдавайся, люби людей и иди вперед.